вечер, дорогие друзья. Я адвокат Павел Стаценко. Это означает, что в эфире передача «Буква закона», в которой мы говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Тема сегодняшней передачи – бракоразводный процесс и все вопросы, которые возникают в этом нелегком деле. Разрешите представить моих гостей. Это адвокат коллегии адвокатов, советник Федор Тумусов и руководитель юридической фирмы «Гайдуков и партнеры» Денис Гайдуков. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что уделили время нашей программе. Итак, бракоразводный процесс. Я думаю, чтобы, в принципе, плавно войти в тему, давайте начнем с того, какие есть механизмы, собственно, бракоразводного процесса. То есть, это может быть внесудебный и судебный. Федор Дмитриевич, давайте, наверное, начнем с внесудебного процесса. Пожалуйста, расскажите, какие процедуры, в каких случаях и так далее. Расторжение брака – это официальная процедура по прекращению отношений между супругами. На сегодняшний день законом предусмотрено два способа прекращения расторжения брака. Это упрощенный порядок, а также и судебный. Под упрощенным порядком следует понимать расторжение брака в органах ЗАГСа, для чего вам требуется в первую очередь это согласие между супругами, обоюдное согласие на расторжение брака, и отсутствие несовершеннолетних детей. При таких обстоятельствах вы можете подать заявление о расторжении брака. По истечении месяца вам выдадут на руки свидетельство о расторжении брака. Вот и все. То есть, в принципе, дальше мы говорим о судебном процессе. То есть, в принципе, два момента. Да, отсутствие несовершеннолетних детей, это раз, и согласие. Да. То есть, в принципе, люди могут в этом случае подать заявление в органы ЗАГСа и получить развод. Давайте немножко тогда поговорим о бракоразводном процессе в судебных органах. Денис, наверное, каким образом, механизм... естественно, начинается с искового заявления. Механизм абсолютно простой. Это связано, конечно, с подачей искового заявления. Однако здесь стоит различать несколько вариантов, таких как расторжение брака в общем порядке, либо расторжение брака с разделом имущества, и так далее. Особенно... мы отдельно поговорим. Да. Если говорить просто о расторжении брака, то рассматривают такие споры, если их можно спорами называть, мировые судьи, рассматривают в течение не менее 1 месяца, то есть подачи заявления. И, как правило, все это заканчивается по истечении сроков не более 3 месяцев, потому что по законодательству, в случае, если один из супругов не согласен с исковыми требованиями на расторжение брака, можно дать время на примирение сторон. Да, время на примирение до 3 месяцев, что, в принципе, судьи делают, как правило. Это связано, в общем-то, с общей концепцией в стране, сохранении брака, сохранении семьи и так далее, поэтому они эту линию ведут. В принципе, да, потому что и статистика, если честно, я ее не изучал, но... как правило, и такие есть. Да, я сталкивался с этим, и как правило, так и есть. Но, правда, это вызывает возмущение противоположной стороны, которая так яро хочет, получить долгожданный развод. Тут же зависит, опять же, еще от тех же самых обстоятельств, на основании которых супруги решили развестись. То есть, ладно, если это, допустим, просто, скажем так, бытом не сошлись, характерами, либо чем-то еще. А если это сопряжено, допустим, с избиением, применением физической силы, либо чем-то еще, тут другая ситуация возникает, и, как правило, стороны на примирение не идут в общей массе. В общей массе, да. В общем, в принципе, понятно, либо ЗАГС, либо, хотел сказать прокурору, но немножко не так, да, либо суд, либо суд. Вот такая ситуация. А в принципе, теперь к вопросам о том, все, что сопряжено с бракоразводным процессом. Начнем, наверное, с имущества. В принципе, у нас общий порядок, имущества. Давайте, наверное, Федор. Да. По канону Семейного кодекса имущество, нажитое совместно в период брака, должно разделиться между сторонами 50 на 50, да? То есть в равной степени нажитое имущество должно быть разделено. Но здесь бывают определенные моменты, хочу отвлечься момент, да? Здесь при разделе имущества дела рассматриваются в мировом суде, а также и по
если сумма иска превышает свыше 50 тысяч рублей, то уже рассматривается в городском суде. Да? Здесь, скорее всего, законодатель допустил ошибку, да, устанавливать для мировых судей 50 тысяч рублей именно по данным делам, поскольку, ну, наверное, смешно, да, разделять имущество, которое меньше 50 тысяч рублей, да, ну, 30 тысяч, ну, да, давайте расторжим договор, ну, брак и будем делить ноутбук, да, ну, скорее всего, автоматически, скорее всего, если иск содержит требования по разделу имущества, дело должно автоматически переходить в городской, ну, либо в районный суд. Здесь бывают определенные моменты, да, каким образом поделить, ну, имущество, наверное, делится довольно-таки просто, оценка имущества проводится, если нет других, ну, движимых имуществ, которые не подлежат оценке, ну, их можно быстро разделить. Но бывают трудности с долгами. Да? Как их про долги понятно, это отдельный разговор. Да. Ну и хочу отметить, что не все имущество, нажитое в период брака, делится между сторонами. Следует отметить, в первую очередь, не делится, не подлежит разделу это имущество, которое было приобретено в дар, по наследству, ну и в качестве приватизации. Ну и также имущество, пенсионные эти, по инвалидности пособия тоже не делится. Ну, я бы дополнил, конечно, что не делится, может не подлежать разделу такое имущество, которое оговорено супругами в процессе действия их брака, то есть, допустим, брачными контрактами, договорами все обзывают по-разному абсолютно, какими-либо нотариальными соглашениями. Ну, опять же, не всегда они работают, поскольку порой бывает, что суды признают брачные договоры, брачные контракты, либо там кабальными сделками, либо какими-то еще действительно, ну, в общем, то есть практики хватает у нас в стране по этому поводу. Ну, и, соответственно, допустим, можно привести такие примеры, как раздел, допустим, ну, я в пример приведу, квартиры, недвижимого имущества в долях. Допустим, грубо говоря, тут есть там муж и жена, есть однокомнатная квартира, и они определили, допустим, общую долевую собственность, а не общесовместную. То есть, если они уже по баллам разделили это имущество, то при разводе квартира не подлежит разделу, поскольку она уже поделена. То есть, стороны уже определили изначально. Хорошо, господа, давайте перейдем к немножко такому сложному вопросу. Вот, например, вот, к примеру, да, люди, значит, разводятся, у них есть долги, там, естественно, значит, допустим, ну, начнем с того, что есть одна квартира, и она и в ипотеке, да? Вот, при этом есть ребенок несовершеннолетний. Вот мы говорим о том, что, в принципе, суд может отойти от вот этого 50% принципа равенства долей. Вот как в данном случае, ну, предположим, есть еще какое-то имущество, там, машина, дача, неважно, гараж. Каким образом, значит, вот защищать себя матерь, потому что, ну, мы в дальнейшем об этом поговорим, но, как правило, ребенок остается с матерью. Вот что делать? Как защитить свои права? Да, пожалуйста. Я поясню. Да, пожалуйста. Так, ну, в первую очередь необходимо внимание обратить на следующее. Если супруги разводятся, и при этом у них имеется недвижимое имущество в виде квартиры, на которой наложен, разумеется, арест ипотекой, эту квартиру, конечно, поделить можно. Но в этом случае этот процесс будет судебный обязательно, никак иначе. Здесь привлекается, значит, третьей стороной. Это банк, либо какая-то банковская организация, которая держит ипотеку в залоге, значит. И, опять же, исходя из предмета спора, то есть, допустим, какую-то сумму за квартиру уже условно выплатили, пускай она стоит, допустим, 2 миллиона, выплатили 1 миллион, ну, в принципе, уже есть определенное имущество на сумму, которую уже погасили, то есть в виде этого 1 миллиона, которая может быть поделена, а лицо, которому, допустим, может отойти эта квартира в будущем, может принимать на себя обязательства по выплате ипотеки. Но при этом суд не может заключить заставить банк заключить договор с одним из этих лиц. Да, конечно. То есть тут как бы очень такая, скажем так, хилая получается структура урегулирования этого спора, потому что, допустим, все, квартиру оставили супруги, обязали ее выплатить ипотеку, допустим, но каким образом? То есть может быть так, что стороны и дальше выплачивают вместе. Может быть так, что будет выплачивать только одно лицо. Здесь необходимо учитывать мнение самого, допустим, того же самого банка.
То есть обязательно должно быть мнение банка. Конечно. Хорошо. Федор Павлович. Ну, хотелось бы добавить, что расторжение брака, да, как правило, является существенным условием. Ну, об этом нужно уведомить банк, да. При выдаче кредита, в первую очередь, да, как правило, стороны, то есть договоры, представляют свои справки о доходах, да. Этот, как правило, не только со стороны мужа, а также со стороны жены предоставляются справки о доходах, совместные доходы, ну, какой семейный доход у одной семьи, и на какой кредит они могут рассчитывать, да. Исходя из этого, и кредит выдает, соответственно, кредит, ну, сумму, на которой. И получается, если один из них выбывает, да, то возможно быть такое, что другой совсем не может потянуть оплату, ежемесячную оплату по кредиту. И это, конечно же, не устроит банк. В этом случае, наверное, следует обратиться и к юристу. И здесь есть определенные выходы. Ну, в первую очередь, конечно же, продать квартиру, да, разделить уже остатки денежных средств пополам, да. Это один из выходов. Но если другой квартиры нету, ну, возможно, также сдать квартиру и от этих денежных средств погашать, ну, ежемесячные взносы, да. Ну, конечно, это довольно-таки проблемный вопрос на сегодня. Да, банки редко идут навстречу и заключают с единственным человеком, даже если есть нотариальное согласие одной стороны о передаче жилищного помещения для своей супруги. Да? Поскольку это чревато рисками, а эти риски, возможно, не могут быть восстановлены, поскольку период первоначального взноса и оставшиеся платежи уже произошел, и как это все отражать в договоре, это довольно трудная процедура. И банк интересует только одна вещь, чтобы человек оплачивал, как и раньше, ежемесячные взносы. А остальное его, как правило, не должно волновать, и он не должен вмешиваться в семейное положение. Ну, и я советую договориться между сторонами, каким образом это все будет происходить, и как эту проблему решить. Ну, тут в основном, конечно, проблема ребенка несовершеннолетнего возникает. То есть понятно, что появляется в разделе супругов еще и банк, потому что его интересы тоже нужно учитывать. Но есть еще интересы ребенка. Такая очень сложная схема, которая, конечно, тут уже требуется вмешательства юриста однозначно. А вот другой момент, да, когда имеется имущество, отсутствует банк, но имеется имущество, которое, в принципе, разделить невозможно. Ну, предположим, это квартира однокомнатная, ну, и, предположим, она такая, что, в принципе, продав ее, ничего не купишь на двоих. Да? Есть несовершеннолетний ребенок. И в этой ситуации как можно обойти, значит, ситуацию с равенством сторон? Имеется в виду при разделе. Вы имеете в виду о том, чтобы суд отошел от принципа равенства сторон? Да. При разделе имущества? Ну, в принципе, это возможно, но на усмотрение суда. На усмотрение суда. Тут, опять же, очень много нюансов. Ну, допустим, можно рассмотреть такой вариант, как проживание в той же самой квартире супругов, которые разводятся с ребенком, но при этом обоим супругам некуда уйти. Это один вопрос. Когда, допустим, супруги разводятся, то есть у супруга имеется там в собственности еще 1-2 квартиры, ему есть куда уйти, то есть он может это имущество разделить, то есть в какой-то пропорции, и потребовать от супруги, допустим, какой-то компенсации, да, на сумму определенную, опять же, как сказал мой коллега, исходя из оценки этого недвижимого имущества. Вопрос возникает другой. Если, допустим, условно, в семье есть какая-нибудь кошка или собака, которую невозможно поделить. Вот это уже проблема, потому что, допустим, родители привязаны, допустим, к животному. Ну, тут очень много нюансов на самом деле. Ну, хорошо. Давайте перейдем, наверное, к более ценному дележу. Это раздел детей, да, потому что часто возникают вопросы, но основная масса, и связанные с этим вопросы, это, конечно, алименты. Времени остается не очень много, вопрос обширный. Я думаю, что алименты вообще отдельная тема для обсуждения, и мы ее обязательно возьмем. Но как правило, при разводе дети, есть такое существует правило и прецедентная практика, хотя презюмируется равенство сторон, ребенок остается с матерью.
А в каких случаях, ну, наверное, возможно, значит, отцу отстоять свое право на то, чтобы ребенок проживал, местонахождение ребенка было с отцом? Ну, здесь необходимо учитывать следующее. Как вы правильно сказали, по единообразию общей практики в нашей стране, несовершеннолетние дети в возрасте до 10 лет, они, как правило, остаются с матерью. Это, наверное, если в процентах попытаться как-то выразить, я думаю, наверное, процентов 85-90 споров оканчиваются тем, что ребенок остается жить с матерью. Тем более, если ребенок маленький, 2, 3, 4 года, 5 и так далее. Скажем так, мужчине тяжелее отстоять в этом случае свои права на воспитание этого ребенка. С 10 лет мы все в курсе. У ребенка спрашивают, с кем он лично хочет проживать, потому что ребенок уже осознает свое положение в обществе, осознает, каково отношение к нему, его отношение его родителей, насколько они близки, кто ребенком занимается, ну и так далее. То есть в этом случае просто возникает какой. Необходимо смотреть на жилищные условия. Каждого из супругов, да? Конечно. Каждый, что может предложить каждый. Но даже учитывая и, скажем так, лучшее жилищное положение, скажем так, супруга, нежели чем супруги, если она не злоупотребляет спиртными напитками, наркотиками. А это редко. Какой-либо, скажем так, жизнью. Ну, понятно, да. Понимаем, к чему идет речь. То в этом случае, я думаю, что все-таки судьи, как правило, оставляют... Да, не ведет аморальный образ жизни, в общем, да. Да. Я не хотел слово употреблять. Понятно. Да, ну вот, тем не менее, да, в Ростовской области, проведена статистика, 35% решений судов, да, ребенка оставляют с отцом, да. Не 35%? Ну, 30%, 50% случаев, да, в Ростовской области, да. Не знаю, это с чем связано, но это может быть связано с тем, что ребенок разводится уже в более пожилом возрасте, когда уже дети сами могут определять, с кем они могут проживать, да. Ну, вместе с тем, наверное, позиция мужчин в Ростовской области, она, в отличие от, наверное, других регионов, более активна и пытаются отвоевать, каким-то образом отстоять свои права по воспитанию ребенка, да. Ну, в этом случае, конечно же, наверное, следует проводить какую-то, психологическую экспертизу и вызвать орган опеки, он обязан. Да. Если есть спор о детях, то дело будут рассматривать в городском суде, и орган опеки и попечительства обязательно будет присутствовать, и его заключение будет иметь весомую роль при вынесении решения судом. Ну, тут надо сказать, что даже если двое детей, например, и деление 50 на 50, это не всегда возможно, да, то есть, потому что брат и сестра, и это родственные... Да, это в первую очередь ударяет по ребенку. Здесь не учитываются права родителя. Здесь в первую очередь учитываются права ребенка, как он это воспримет, да, как он на это отреагирует, да, когда фактически один родитель уходит из дома и с собой уходит, уносит своего брата, как это положительно отреагирует или нет, скорее всего, отрицательно. И суды, конечно же, если оставляют ребенка с одним родителем, то и второго также пытаются оставить с первым родителем. Ну, хорошо, у нас остается не очень много времени. Я думаю, что тему алиментов мы уже не раскроем. А вот давайте поговорим о таком явлении, достаточно распространенном у нас в стране, да и в республике. Это так называемый гражданский брак. Ну, гражданский брак не в том плане, что это не церковный брак, да, а совместная жизнедеятельность, скажем так, двух человек без официальной регистрации. Тут, конечно, возникает масса проблем, когда такой брак начинает распадаться. Вот, давайте порассуждаем, что можно посоветовать таким лицам, вообще какие последствия это ведутся. Ну, на самом деле, изначально хотелось бы заметить одну такую вещь, что в народе принято называть судительство гражданским браком. Да, есть такое. Хотя, на самом деле, гражданский брак это брак заключенный, да. Это понятно. Имеет запись в актах гражданского состояния. Да. Имеется в виду, я говорю, не церковный брак в том плане. Мы говорим тогда о сожительстве. Да.
что вас интересует в первую очередь? Ну, давайте как бы поговорим о том, что вот раздел имущества вот таких сожителей. Раздел имущества возможен между сожителями в том случае, если сторона доказывает, что сожители вели совместное хозяйство. Фактически как бы находились в брачных отношениях. Ну, фактически Хорошо, так, да. а как тут обойти тут норму, что, в принципе-то, не такой формы, вы же сами сказали сейчас, такой формы нет у нас в законе, как фактически совместно. То есть закон, Семейный кодекс четко говорит о том, что есть заключенный брак, и брак порождает определенные правовые последствия. А вот брак не заключен. Ну, если обратиться к практике судебной, то она говорит совершенно о другом. То есть, в принципе... В случае, если доказывает сторона о том, что какое-то имущество нажили совместно... Хорошо, давайте так. А как это доказать вообще? Ну, как правило, это должно быть документально, какое-то подтверждение документально, а не основываясь на каких-либо там свидетельских показаниях. Но тут же возникают какие моменты, да? Возникает, значит, такая проблема, что человек говорит, я, допустим, да, мы там встречались, но совместного хозяйства не вели. Вот тут как доказать человеку? Какие доказательства можно привести? Здесь может быть все что угодно на самом деле. Совместные фотографии, что угодно, записи, там, поездки, все что угодно. То есть любые обстоятельства, которые могли бы указывать на то, что стороны вели фактически как брачную жизнь. Но тут все равно не будет как бы однозначным доказательством, что все имущество, все имущество 50 на 50 ты не поделишь. Что нужно учитывать период, когда они все-таки эти, скажем так, сожители проживали вместе, где проживали. Возможно, была ли совместная регистрация в квартире, в какой они проживали, ну и так далее. То есть здесь нюансов масса тоже. Федор Дмитриевич, да, ваше мнение? Ну, на мой взгляд, это самый проблемный вопрос. Здесь фактически доказать в том, что совместное хозяйство велось, очень трудно. Если были определенные расходы, и здесь имеется в виду в первую очередь покупка дома, квартиры, больших имуществ, ну или машины. Да, это можно. Да. В этом случае, конечно же, нужны доказательства, которые подтверждают, что с одной стороны были внесены определенные средства, и с другой стороны также равные средства. Это могут подтвердить свидетели, как правило, молодожены не располагают такими денежными средствами, им помогают родители, родственники. Они могут выступить в качестве свидетелей и подтвердить факт, что действительно стороны договорились, давно проживают и решили купить большое движимое имущество или недвижимое имущество, и мы для этого помогли. В этом случае возможно доказать, что расходы были обоюдными и разделить имущество пополам. Но на самом деле это доказывать очень трудно. Если нет определенных доказательств, то фактически никаких правовых норм не регулирует этот момент. Если вы нормальных, достоверных доказательств не предоставите, то имущество останется за тем, за кем оно закреплено официально. Ну хорошо, господа, у нас остается там совсем мало времени, буквально минуты. Ну, наверное, ваши советы гражданам, жителям республики, тем, кто сейчас вот попал в такую ситуацию, в бракоразводный процесс, что вы посоветуете? Или те еще, кто планирует? Кто планирует? В своей голове, да. К сожалению, за то время, которое нам отведено, мы не сможем предоставить зрителям какую-то полную консультацию. Ну, конечно, это надо приходить, безусловно. В первую очередь, конечно же, если есть какие-то вопросы, которые лицо не может прояснить самостоятельно, конечно же, необходимо обратиться к юристу. Обратиться к юристу с изложением ситуации. Но я думаю, информацию предоставят. Это, в принципе, здесь ничего такого особенного нет. С моей стороны, совет, наверное, будет таковым, чтобы люди не затягивали с процессом. Как правило, люди расходятся между собой, считают, что этого достаточно. На самом деле брак действует, и если человек уже фактически в расторг. Расторгли договор, но они неофициально этот договор не расторгли, то имущество, которое будет в этот период нажито, также будет делиться. Это создает угрозу для лиц, которые проживают в этом браке. Считаю, что если фактически брак расторгнут, надо его и официально расторгнуть. И надо запомнить, что после расторжения брака также действуют сроки исковой давности, они общие в течение 3 лет. После истечения этого срока вы не будете вправе заявить требования о расторжении, о разделе имущества. Ну что, господа, спасибо, что вы приняли участие. Благодарю за ответы предоставленные. Дамы и господа, на этом все. Я хотел вам сказать, что передачу нашу вы можете посмотреть на nvkonline.ru, а также свои вопросы задать на сайте advokatstacenko.rf. Следуйте букве закона. Спасибо всем. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам.